самый простой ответ, хотя по содержанию он наиболее сложный. Сумма сделки 278 миллиардов рублей. Значит, из той информации, которая есть у меня, на сегодняшний момент это вторая сделка по размеру, подписанная на питерском форуме. Крупнее нашей сделки только сделка, подписанная Роснефтью на 400 миллиардов. Но дело даже не в размере. Дело в том, что мы наконец перешли к практической уже реализации проекта, потому что, как вы понимаете, ни один проект не может быть реализован без финансирования. Сегодня мы понимаем, что появляется инструментарий, который позволяет сформировать консолидированный кредит, синдицированный кредит, головным банком, которым готов выступить Евразийский банк реконструкции и развития. В данном случае для нас это очень важно, поскольку один из основных вопросов, который задается на уровне правительства, различных структур правительства, понятен ваш проект. Понятно, что ни одно министерство ведомства не отрицает, что этот проект нужен. Вопросов два. Первое, когда по срокам его реализовывать, потому что есть сформированная программа РЖД, соответственно, есть определенные планы РЖД по модернизации существующих участков, и реализация параллельно нескольких проектов создает определенные экономические трудности. Совершенно очевидно, что если одномоментно будет реализовываться в одном регионе северо-западном 3-4 крупнейших проекта, просто не хватит мощностей заводов по производству рельсов, шпал, путевого оборудования, систем безопасности. А дефицит всегда увеличивает цену. То есть в данном случае будет спровоцировано увеличение стоимости этого. Это не выгодно никому. Поэтому эти проекты необходимо каким-то образом разнести во времени для того, чтобы решить вопрос по реализации проекта, а не увеличить его стоимость. Сегодня, имея изначально банк-интересант в кредитовании данного проекта, мы понимаем, как мы движемся, куда мы движемся и в какие сроки. Вчера в беседе с министром промышленности Николаем Герасимовым он сообщил, что в декабре Центр стратегических разработок Алексея Кудрина делал оценку проекта «Белкамур» и дал заключение, что этот проект крайне нужен региону. Спасибо за вопрос. На самом деле оценка была произведена несколько раньше. Завершена работа Центра стратегических разработок в августе 2017 года. В декабре мы представили эти документы в правительство. Не могли представить раньше в связи с тем, что в рамках поручения Дмитрия Анатольевича Медведева мы выполняли план министра транспорта на тот момент Максима Юрьевича Соколова по различным вариантам строительства проекта «Белкамур». То есть рассматривали целиком строительство только южного участка и развитие сети железных дорог на северо-западном полигоне без проекта «Белкамур». Все это требовало достаточно серьезных экономических, финансовых исследований, оценки грузовой базы, маршрутов движения, логистических цепочек. То есть это целый комплекс работ, он достаточно сложный. Достаточно сказать, что только работа по оценке грузовой базы, если посмотреть на ее объем, это более 2000 листов, из которых более 40 листов – это таблицы мелким почерком, мелким шрифтом. Это серьезная работа, на самом деле, для того, чтобы понимать, нужен проект или не нужен, прежде всего надо оценить экономику. Экономику как для РЖД, для Министерства транспорта и в целом для государства. Так вот, оценка, которая проведена Центром стратегических разработок, показывает, что проект, он не просто выгоден для государства, это, не побоюсь этого слова сказать, это прорыв, поскольку при затратах государства в 64,6 миллиардов рублей на этапе уже начала реализации проекта в качестве поддержки проекта объясню суть. То есть инвестор начинает строить все за свои деньги, проектировать и строить. Если мы берем точку отсчета, предположим, 2019 год, то через 5 лет дорога поедет. То есть 5 лет на проектирование и строительство. При этом мы должны учитывать, что сама процедура подготовки конституционного предложения тоже достаточно сложная. Только 3 постановления правительства. Значит, она тоже занимает где-то порядка 1,5 лет.
То есть все вместе это 6,5-7 лет до вот с отмашки, что этот проект нужен, и до того, как по нему поедут поезда. Когда поезда поедут, вы понимаете, что в первый день начала движения грузовая база максимально сформирована еще не будет. То есть потребуется какое-то время для того, чтобы грузоотправители сориентировались, подготовили новые логистические цепочки, переключили грузопотоки на новую магистраль, которая значительно короче и выгоднее для них на самом деле. Но это все требует времени. Исходя из наших расчетов, из финансовой модели, которая нами рассчитана, и которая, в общем-то, проверена различными министерствами, ведомствами, и, в принципе, есть там замечания определенные, но принципиально с ней согласны, что она правильно посчитана. Так вот, исходя из этой финансовой модели, на мощность самоокупаемости дорога выйдет через 11 лет. То есть, ну, если мы грубо берем 23-й год, что дорога поехала, то значит к 34-му году, через 11 лет, она выходит на самоокупаемость. Вот на эти 11 лет государство должно будет изыскать 64,6 миллиардов рублей в качестве минимального гарантированного дохода, предусмотренного законом о концессиях. Для того, чтобы инвестор каждый год ритмично получал свою долю возвратности. При этом есть еще один нюанс. На этапе строительства, когда государство не вкладывает ни копейки, денежные средства уже государство генерирует за счет НДФЛ, налогов, которые будут платить работники, за счет налога на имущество, НДС и прочих видов налогов, которые будут возникать. Кроме того, это рабочие места, это масса других вопросов, социальных чисто. Тем самым, по нашим расчетам, только на этапе строительства будет собрано налогов вот за эти годы примерно 65-66 миллиардов рублей. То есть практически для государства все будет в ноль. Оно за эти 6 лет собирает налоги, потом за 11 лет эти налоги возвращает. Если это несколько примитивная, конечно, схема, но смысл примерно такой. А потом с 2011 года государство начинает получать чистую прибыль. По модели финансовой, расчетной, через 11 лет провозная плата, которая формирует, в общем-то, поступление доходов, позволяет государству вернуть себе и 64,6 миллиарда рублей, и сверху еще получить 186 миллиардов рублей прибыли. А к завершению проекта оно практически имеет 186 миллиардов плюсом и имеет дорогу. То есть модель, на мой взгляд, идеальная. То есть этот проект надо поддерживать всеми руками. Теперь с точки зрения макроэкономики. В случае реализации этого проекта мы оценивали вместе с Центром стратегических разработок различные варианты. То есть, как будет развиваться экономика макрорегиона без проекта и как будет развиваться с проектом. Вот консервативный прогноз показывает, что да, будет прирост, он будет незначительный, на уровне среднем, может быть, даже несколько ниже среднего, потому что есть вопросы, связанные с оттоком населения с северов, с неразвитой инфраструктурой, в некоторых отраслях с сокращением производства. Те проблемы русского севера, которые не присутствуют, они очевидны. В случае реализации проекта, происходит мощнейший рывок региональных экономик. Прирост валового регионального продукта в Архангельской области, в Республике Коми составит примерно 5,6%, что позволит регионам перейти из регионов категории доноров в категорию реципиентов. Государство за период действия концессии получит в виде налогов всех уровней 1 триллион 300 миллиардов рублей. Валовый региональный продукт в абсолютных цифрах, в приведенных ценах, вырастет почти на 5 триллионов. То есть это настолько существенный рывок для региона. Будет создано порядка 40 новых предприятий в областях, связанных с лесопереработкой, с добычей руд, нефтепродуктов, целый комплекс там мероприятий. Это практически возможность комплексного развития территорий. Кроме всего прочего, почти 2 миллиона человек в этом случае получат дополнительную транспортную доступность. Это для огромного количества населения улучшит транспортную ситуацию. Скажите, пожалуйста, до сегодняшнего дня, вот почти 20 лет регионы самостоятельно продвигали Белкамур, как-то там пытались
то в одиночку, то там 2 региона объединялись, то 3. А вот с сегодняшнего дня правильно ли мы поняли, что появился совершенно иной подход, и началась уже практическая реализация, дирекция немножко вознеслась над регионом? Ни в коем случае. Нет? У нас дирекция – это исполнительный орган, акционеры у нас основные – это субъекты. И, естественно, в данном случае дирекция компании «Белкамур» выполняет волю своих акционеров, по-другому быть не может. Другой вопрос, что, наверное, пришло время. На сегодняшний момент уже только ленивый не говорит о том, что без развития инфраструктуры невозможно развитие промышленности и производства. И, в общем-то, этот проект на сегодняшний момент один из наиболее проработанных из всех инфраструктурных проектов, которые не запущены еще в производство, существующих в Российской Федерации. Кроме всего прочего, с точки зрения макроэкономических эффектов, о чем я говорил ранее, нет ни одного проекта, который бы сопоставим был с ним. То есть в данном случае преимущества этого проекта очевидны. В чем сомнение государства? Почему, в общем-то, государство длительное время не принимало положительные решения? Были сомнения по поводу грузовой базы. Не будет ли он конкурировать с северным широтным ходом? Не будет ли он уводить грузы с Мурманского транспортного узла? Потому что развивать надо все. Надо развивать и там, и там, и там. Чем больше портов разных и нужных, тем лучше. Чем больше дорог, тем лучше. Но грузовая база, как считали специалисты, и некоторые до сих пор считают, она одна и та же, она не будет развиваться. В чем здесь ошибка? Их ошибка. Этот проект генерирует создание новых предприятий, новых грузов. В наших расчетах, и это подтверждено письмами, позициями субъектов Российской Федерации, показано, что 40% грузов – это грузы приростные, новые, которые не появятся, если не будет дороги. То есть здесь речь не идет о конкуренции за грузы существующие, что мы переключим их по этому маршруту или по этому. Речь о другом. Появятся грузы или не появятся грузы. Кроме всего прочего, были определенные сомнения у Мурманского транспортного узла, что, например, при развитии глубоководного порта Архангельск часть грузов уйдут из Мурманска в Архангельск, и тем самым возникает конкуренция двух портов. Это тоже несправедливо, поскольку формирование нового транспортного коридора, который сокращает расстояние от Урала до Архангельска конкретно, примерно на 850 километров, маршрут опять-таки от Урала, от Транссиба, в точке там, в районе Свердловска, Екатеринбурга, до Мурманска сокращает расстояние на 349 километров. То есть в любом случае сокращение. И те грузы, а с учетом того, что они сейчас развивают там угольный терминал Лавна, те же грузы, которые с Кузбасса пойдут к ним, это гораздо меньшее расстояние, которое выгодно грузоотправителям. Тем самым мы не конкурируем с Мурманском за грузы, а сокращаем ему расстояние. И тем самым делаем его более привлекательным для грузоотправителя.